Калмыцкие приставы к Международному дню защиты детей подарили радость и хорошее настроение мамам, которым не выплачиваются алименты. 10 многодетных матерей получили сертификаты на посещение одного из салонов красоты, где им провели косметологические процедуры. С участницами акции встретилась моя коллега Светлана Аджиева. Многодетная мама, воспитывающая 6 детей, Александра Сахорова не могла вспомнить, когда последний раз посещала салон красоты. Ведь на себя всегда не хватает времени, говорит женщина. Посещение салона красоты стало неожиданным подарком. Сегодня Александре будем делать комбинированную чистку лица. Кожа у Александры хорошая. Так, и по завершению сделаем масочку по типу кожи. Какие сказать рекомендации нашим девушкам. Следите за своей кожей, ухаживайте за своей кожей, любите себя. Детский сад, школа, тренировки, готовка, уборка – ежедневный труд, который приходится на хрупкие плечи многодетной матери. Уже на протяжении многих лет отец ее 3 детей от первого брака не выплачивает алименты и всячески избегает встречи с ними. Самое важное – это внимание к детям. И судебный пристав, служба судебных приставов в этом мне помогает не первый год уже. И самое важное – это здоровье и счастье детей, чтобы они были счастливы, чтобы они знали, что их любят, что они очень нужны в этом мире, и чтобы они стали большими людьми в будущем. Уважаемые мужчины, папы, я вас очень прошу, никогда не бросайте своих детей, потому что для детей важно не то, что ваши деньги, им очень важно ваше внимание. Вот просто ваша любовь, отцовская внимание. В аналогичной ситуации оказалась и мама 3 детей Ольга Уманцева. Отец старшей дочери также много лет скрывается. Благодаря работе приставов его находят и через суд добиваются положенных выплат на ребенка. За это время уже сменилось 5 приставов, которые ведут дело. Старшей дочери 13 лет, будет 14. А с днем рождения мы ее никогда не поздравляет. То есть, там все с дочерью не общается, пропадает, интерес никакой вообще к ней не проявляет. Поэтому приставы, большое им спасибо, они всегда оказывают помощь, всегда приходят на помощь, все праздники, где-то участвовать, какие-то мероприятия везде приглашают, зовут, ребенок участвовал мой в конкурсах, когда проходили, и в городских конкурсах, то есть всегда не оставлять без внимания. Чувствуют, что ее помогают со стороны, что ее любят, не бросили, что если папы нет, то помогают другие заботиться об этом. Судебные приставы, как исполнители закона, не только помогают родителям решать вопросы, связанные с алиментами, но и всячески радуют подарками детей. За 4 месяца текущего года в пользу несовершеннолетних детей нами взыскано около 40 миллионов рублей. Из зарплаты 666 человек удерживается задолженность по алиментам, привлечено к административной ответственности 50 человек и 24 к уголовной ответственности. В розыске находится 229 человек. К сожалению, для нас эта проблема достаточно серьезная. Мы принимаем все меры для розыска, но дело в том, что многие должники выехали за пределы республики. Мы их разыскиваем с помощью средств массовой информации, с помощью соцсетей и так далее. Но иногда наши все попытки бывают тщетными, поскольку большинство из них работают неофициально. Поэтому мы, к сожалению, не всегда владеем информацией о них. Участницы акции в дальнейшем могут посещать салон красоты со скидкой. Каждая из них заслуживает внимания, теплоты и заботы. Ведь быть мамой – это награда и счастье, говорит предприниматель Кристина Мигмерова. Не всегда требует затрат больших денег для этого. Просто немножко времени для себя уделять. Потому что, например, для меня какой-то уход, даже просто в ванной полежать, это перезагрузка. Полчасика уделить себе, и ты уже полон сил и готов дарить энергию и любовь детям. Поэтому это очень важно. Я хочу, чтобы наши женщины об этом не забывали, что, к сожалению, зачастую у нас уходит на второй план. Мастера индустрии красоты в течение нескольких часов провели не только косметологические процедуры, но и дали каждой участнице рекомендации по ежедневному уходу за кожей лица и тела. Светлана Аджиева, Борис Анжураев. Информационная программа «День Республики».